В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Вилюйске по улице Амосова появится современная детская площадка. 6 миллионов 580 тысяч рублей получила на это администрация района. В этом году провести интернет-волс планируется 8 поселений, расположенных в 4 районах республики. В Нижней Бестях поступила партия оптоволоконной кабели. В Москве прозвучали голоса родной земли. Чапаринского мужского народного хора выступили перед земляками и выступить в Кремлевском дворце. Из-за половодья временно закрыто движение на участке автодороги «Арктика» в Среднеколымском районе между Среднеколымском и Налимском. Ограничения не распространяются на машины, участвующие в транспортировке жидких бытовых и твердых коммунальных отходов, а также на транспорт, необходимый для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения. Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и воздержаться от поездок до восстановления безопасного проезда. 6 миллионов 580 тысяч рублей получила администрация городского поселения город Вилюйск. Средства будут направлены на реализацию проекта благоустройства дворовой территории. В городе появится современная детская площадка по улице Амосова. Проектом предусмотрена установка безопасных и долговечных игровых комплексов, качелей, качалок, а также теневых навесов и скамеек. Работы по благоустройству планируется завершить в текущем сезоне. Администрация выражает благодарность всем, кто поддержал заявку проекта. На днях будет опубликован аукцион, тендер на проведение работ по благоустройству этого двора. Думаю, нам попадется хороший подрядчик, как традиционно, и уже в течение лета будем ход работ курировать, контролировать. И ко дню города мы этот объект ведем, поэтому там будет по проекту предусмотрены детская игровая площадка, пешеходные тротуары, освещение, огораживание забором и так далее. Поэтому тоже традиционно будет хорошая площадка, какая строится ежегодно в нашем городе. В Намском районе работает пилотный проект системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Проект действует с 2023 года. На сегодня охвачено 47 пациентов с проблемами ограниченной подвижности, хроническими заболеваниями и отсутствием близких родственников, способных обеспечить полноценный уход. Им помогают 33 помощника по уходу. Ежедневно они занимаются разными задачами: поддержание санитарных норм, оказание первой медпомощи, необходимый уход, медицинская и психологическая поддержка. Выявление у нас осуществляется через Намскую центральную районную больницу. Нам отправляют список паллиативных больных, а также через органы местного самоуправления, а также получатели, родственники сами обращаются к нам, подают заявление о нуждаемости в уходе, постоянно постороннем уходе. С 1 июня отделение Социального фонда России по Якутии начало прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки предоставляется работающим родителям с 2 и более детьми, которые уплатили НДФЛ. Важным условием является также наличие российского гражданства и постоянное проживание в стране. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума в регионе на 2025 год. В северной зоне Якутии среднедушевой доход не должен превышать около 47 тысяч рублей, во второй зоне порядка 40. При назначении выплаты в состав семьи включаются дети до 18 лет или 23 лет, если они проходят очное обучение. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет разницу между суммой расчетного налога на доходы физических лиц с дохода за предыдущий год и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%. Например, уплачивался по ставке 13%, то заявителю вернут 7%. Заявление можно подать на портале государственных услуг, в клиентских службах по всей республике, отделение социального фонда и в МФЦ до 1 октября. Крайний срок подачи заявления 30 сентября.
В День защиты детей в Горном Алусе впервые состоялся чемпионат по гонкам дронов. В парк отдыха съехались лучшие из лучших. Борьба была серьезной. Несмотря на небольшое количество участников, юные спортсмены справились с техническим заданием. В этом направлении с 2025 года усиленно работает Берджилгистякская школа имени Афанасия Осипова. А центр «Барс» и работники доп. Образования школы работают в этом направлении уже 2 года. Так, благодаря некоммерческой организации «Сайдыс» в прошлом году был выигран грант главы республики. Школьники, которые участвуют на зорницах, всероссийских играх, им не хватало именно практических навыков по управлению дронами. И у нас сейчас есть возможность обучить своих детей, практиковаться, тренироваться на квадрокоптере «Мавик» со сбросом. Они очень довольны. В этом году провести интернет-волс планируется в 8 поселениях, расположенных в 4 районах республики. Реализация программы «Синергия Арктики» продолжается. Сегодня в Мегино-Кангалахский район, в поселок Нижний Бестях, поступила партия оптоволоконные кабели. Давайте узнаем подробности. Акционерное общество «Арктик Телеком» является оператором уникального инфраструктурного проекта национального масштаба «Синергия Арктики». Общая протяженность линий связи составит 7000 километров. Сегодня на базе Нижний Бестях поступило 386 километров оптоволокна. В этом году волоконно-оптические линии связи будут проведены в 8 населенных пунктах Алекминского, Кобяйского, Тампонского и Татинского районов республики. На текущий момент мы также дополнительно заключили 2 больших контракта на поставку более 3500 километров оптоволокна. 2 контракта по 3,5, да, получается. И тоже ожидаем заключения контракта и последующая поставка. Тоже она будет сюда приходить. В последующем мы будем активно тоже рассказывать, как идет реализация проекта. Будем выезжать на конкретные локации, то есть показывать технологию уже укладки самого кабеля, поставки иного телекоммуникационно-сетевого оборудования. Напомню, что проект «Синергия Арктики» реализуется по инициативе главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева и, конечно же, при поддержке Федерального центра Министерства цифрового развития Российской Федерации. Проект «Синергия Арктики» подразумевает широкомасштабную работу по прокладке оптоволоконной линии в экстремальных условиях Арктики. Технология прокладки в основном в грунт будет использоваться. Кстати, хотелось бы сказать, что уже первые подрядчики на объемы 2026 года отобраны. Очень приятно то, что это все подрядчики якутские, все местные компании, которые здесь зарегистрированы и работают, поменьше, побольше, но они все местные. Прокладка будет в основном в грунт. Будут переходы рек Верхонем, через антенно-мачтовые сооружения будут строить специальные конструкции. По скальным переходам, возможно, будут какие-то спецрешения. Но в основном это будет углубление в грунт от 40 до 60 сантиметров. И, соответственно, этого кабеля в основном видно не будет, он будет везде лежать под землей. Всего до конца 2028 года к магистральной волоконно-оптической линии связи будут подключены порядка 50 тысяч жителей в 61 населенном пункте республики. Для многих жителей качественный стабильный интернет появится впервые. Реализация «Синергии Арктики» даст возможность использования в Арктике полной палитры цифровых сервисов. Это не только повысит качество жизни жителей, но и создаст новые возможности для бизнеса, образования и здравоохранения. Гульнара Мосова, Мегино-Кангалахский район. В Усть-Алданском Алусе к летним каникулам презентовали анимационный мультфильм «Мечта». Над созданием мультфильма по авторской кукле Нюра работали педагоги и воспитанники креативного кластера «Медиалаб». Над анимационной частью и выпуском мультфильма работала молодая семья Федоровых, у которых есть арт-студия «Дёка». В мультфильме отражается внутреннее состояние девочки Нюра, которая собирается выступить перед людьми на концерте. Мультфильм будут показывать до 10 июня. В 2023 году защитили проект «Медиалаб», креативный кластер развития медиакоммуникаций детей. В рамках этого проекта мы должны были сделать в течение года мультик под названием «Нюра». И, к сожалению, мы не успели, но, к счастью, мы в этом году все завершили. И сегодня мы уже презентуем.
В Москве прозвучали голоса родной земли. Под таким названием прошел концерт Чапаринского мужского народного хора имени Федора Гоголева. Программу посвятили Году единства народов России и Году культуры в республике. Со сцены прозвучали якутские песни, этновокал и произведения, отражающие духовное наследие Чурапчинской земли. Коллективу 30 лет. Он сохраняет традиции народного мужского хорового исполнения. В столицу певцы приехали на международный фестиваль «Добровидение», который состоится в Кремлевском дворце. Один день хористы посвятили землякам и показали концерт в постпредстве. В этом году у нас 30-летний юбилей, и в честь этого юбилея мы изготовили на 20 мужчин, участников нашего хора, вот такие якутские мужские камзолы, вот харыскал все приобрели, вот якутский ремень, вот посмотрите, это ручная работа, наш мастер Чурапчинского улуса Олег Никифоров, народный мастер, вот 20 штук таких вот красивых ремней. Верхнеуфимская детская школа искусств представила отчетный музыкальный спектакль «Птица счастья» по мотивам пьесы Марисы Матерлинка «Синяя птица». Участвовало большое количество учеников. На одной сцене музыка и пение, танцы, фольклор и драматическое искусство. Эскизы костюмов создали сами преподаватели. Весь коллектив и родители готовились к концерту целый месяц. Сопровождение живой музыки, работа света создали особую сказочную атмосферу. Молодые артисты старательно вжились в роли. Сегодня премьера спектакля. Я очень благодарна, как режиссер, своим родителям, детям моим, артистам и преподавателям. Зал полный, аплодисментов очень много, так что всем спасибо. Езда на велосипеде – одно из самых популярных летних увлечений у детей и взрослых. Но чтобы прогулки и поездки приносили только радость, важно помнить о безопасности и соблюдать правила дорожного движения. В Хандыге прошли районные соревнования «Безопасное колесо», объединившие 6 команд юных участников. Победителей и призеров ждали ценные подарки – велосипеды от компании «Полиметалл», денежные сертификаты от администрации района, а также сладкие призы для всех участников. Сегодня приняли участие 6 команд из села Теплый Ключ, села Кицкил и остальные команды из поселка Хандыга. Все школьники, все очень хорошо подготовились. Прошел конкурс плакатов еще дополнительно по правилам дорожного движения. И эстафета занимательная, веселая, фигурное вождение провели. Но детям очень нравится этот конкурс, поэтому мы каждый год проводим вот именно в День защиты детей, для того, чтобы поздравить наших деток с этим замечательным праздником детства. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейшем выпуске.